Салам алейкум. Добрый вечер. После этих слов и вот на этой музыке, в принципе, мог бы уже открыться занавес и начаться то действие, на которое пришли все те, кто пришел. За тех, кто не пришел или не смог прийти. Но поскольку сегодня такой день, что, пожалуй, каждый из присутствующих в этом зале пришел со своим ощущением и отношением и к этому событию, и ко всем, кто будет выходить на эту сцену, мы сочли возможным сказать в первом отделении нашей встречи те слова, которые хотели бы сказать, те слова, которые должны бы прозвучать, потому что без этого никак не обойтись. Потому что события – это события и ансамбля, и всей культуры, и всего народа. Это событие, которого, наверное, ждали все без исключения вайнахи на протяжении последних 60 лет. Но как же нам обойтись без праздника танца и без музыки слов? И мы решили, что сегодня будут наши с вами любимые танцы, будет звучать музыка, но обязательно и будут сказаны слова, идущие от души и от сердца. Ансамбль «Вайнах» – это легенда танцевального искусства. Его любили, им восхищались, ему рукоплескали, его ждали во многих городах Советского Союза, Европы, Азии, Америки. А больше всего его всегда ждали дома, в родном Грозном, когда ансамбль неизменно возвращался после своих больших гастролей и давал свои отчетные концерты. А потом, набравшись сил от родной земли, уезжал снова, чтобы снова восхищать, удивлять, зажигать сердца своим темпераментным, искрометным искусством. И сегодня, как бы открывая новую веху своей истории, ансамбль «Вайнах» снова в Москве, снова, как и 16 лет тому назад. Я думаю, что этот факт действительно заслуживает аплодисментов, потому что юбилей на сцене Государственного центрального концертного зала России – это всегда событие в жизни любого артиста и любого коллектива. Да, действительно, пока жизнь сложнее, чем мы ее представляем, пока артисты этого ансамбля не могут дать свой отчетный концерт, юбилейный концерт в том городе, где они всегда выступали перед своим народом. Но, выступая здесь, они как бы утверждают то, что это обязательно произойдет очень скоро. Ну а пока все мы и от вашего имени хотим сказать спасибо всем тем, кто помог артистам и вам собраться здесь, в центре Москвы, в Государственном центральном концертном зале «Россия». Мы хотим сказать огромное спасибо Министерству культуры Российской Федерации, Министерству культуры Чечни, Международному культурному центру Министерства культуры и вам за то, что вы нашли возможность прийти. А теперь мы хотим, соблюдая торжественность момента, пригласить на эту сцену людей, которые по долгу, по совести, по чести, по желанию и по статусу, по рангу своему должны открыть этот вечер. Под ваши аплодисменты мы приглашаем на сцену министра культуры Российской Федерации Михаила Ефимовича Шелудькова, министра культуры Чеченской Республики Молдову Камиловича Осмаева.
Глубоко уважаемый руководитель Чеченской Республики Ахмад Хаджи, уважаемый, глубоко уважаемый председатель правительства Чеченской Республики господин Ильясов, уважаемый господин Елагин, дамы и господа, сегодня действительно торжественный день. Сегодня исполняется 60 лет со дня основания одного из самых лучших театральных, танцевальных коллективов Чеченской Республики, России и, я думаю, одного из самых пленительных коллективов в Европе. Я не случайно сказал, что это театрально-танцевальный коллектив, потому что в «Войнах» это был не просто ансамбль танца, это было великое сценическое искусство, которое покоряло мир. В «Войнах» это удивительные артисты, которые на протяжении десятилетий несли славу, гордость, красоту войнахского народа по всей планете. И это было прекрасно, потому что этот коллектив знали все. Я не буду говорить в этой аудитории о том, что происходило в последние десятилетия, о том, как все было непросто, о том, какие трагедии происходили на территории Чечни, как трагично это отзывалось здесь, в Москве. Дорогие гости, уважаемые друзья, сегодня мы имеем честь представить вам ведущий творческий коллектив Чеченской Республики, государственный ансамбль танца в «Войнах». Тернистым был путь ансамбля на эту сцену, на одну из самых престижных сцен России. Основанный более 60 лет тому назад, ансамбль дважды прерывал свою деятельность, в которой по воле сатанинских сил подвергся вот таким тяжелым испытаниям, но изо всех сил пытается возродиться. И я уверен, в ближайшее время то случится. Возродится Чеченская Республика. Возродится ансамбль танца в «Войнах» сполна. Он вернет себе былую славу, как и прежде, станет одним из ведущих творческих коллективов Российской Федерации. И сегодняшний концерт явится началом триумфального концертного шествия ансамбля танца в «Войнах». С удовольствием приглашаю на эту сцену первого заместителя председателя исполкома Общественно-политического движения России Геннадия Георгиевича Самохвалова. Дорогие друзья, 60-летие государственного ансамбля в «Войнах» людей нашей страны. Лидер движения Геннадий Николаевич Селезнев направил чеченскому государственному ансамблю в «Войнах» приветствие, которое разрешите огласить, зачитать. Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с замечательным юбилеем, 60-летием со дня рождения. Численных зрителей и поклонников лучшими образцами истинной фольклорной хореографии. Подписано это приветствие первым заместителем мэра Москвы в правительстве Москвы Людмилой Швецовой. Туп в «Войнах». Представляющих самые разные жанры национального искусства Чеченской Республики, национального искусства народа, чеченского народа. И, пожалуй, начнем мы эти поздравления не с мэтров, а с тех, кто только начинает свой творческий путь. С тех, кто продолжает те самые традиции, которые на протяжении 60 лет, несмотря ни на что, сохраняет ансамбль танца в «Войнах». И они сейчас языком, понятным тем, кто работает на сцене, понятным тем, с кем они говорят одним языком со зрителем со сцены, сейчас они будут приветствовать и своих коллег-артистов, и вас, уважаемые зрители. Юбиляра поздравляем чеченский молодежный ансамбль «Лозер», художественный руководитель Магомед Тахаев.